Вообще на этом турнире в плей-оффе мы не видели Тайда, к сожалению. Очень хотелось бы видеть, но не было его. Но теперь отдавать ТВР, терпеть как никогда. Лансер продолжает нас пушить вверх. У него уже 3100, и мы уверены, что скоро будет что-то серьезное. Ну, Но это в Баттерфляй надо выходить, или в Тараску. Ну, бабочка, да, все, да, и Баттерфляй, и Тарасочка, и Скади, вообще все, что есть на жир. А ЕГЭ могут спокойно идти дальше. Два тавра забрали, как я и предполагал, и на топ. Чувствуют они в себе силу, и, по-моему, Сумаила летит линка, если я не ошибаюсь. Как только она ему долетит, можно идти врываться. Прям бешено. Да, летит линка. Мама дорогая, как сейчас сложно будет ребятам из CDC в следующей драке. Как сейчас сложно будет как-то реагировать на шторма, потому что если ты вырываешься на шторме, моментально в фокусе Виверну, то даже вот такие ульты, как Винтер Курс, даже Драгон Тейл, они не остановят шторма, и он просто будет бегать и нарезать их как булочки, шинковать. Без БКБ. Линки ему полностью хватает. Линка ему дает, кроме этого, еще огромный монопол. БКБ ему не дает практически ничего. Вот он смоук от команды Evil Geniuses. Но стоял вард. Вот здесь стоял вард. Видели этот смоук. Парни из CDC не должны попрятаться. По норами не вылезать, ребятки. Не вылезать. Плюс надеяться до последнего на то, что ЕГЭ сделают ошибку. Плюс копить байбеки. Если мы видим то, что так у нас у кого есть байбек, у ДК есть, у Лансера байбек тоже есть, у Клокверка байбек также есть, то вот с байбеками CDC они могут спокойно развалить. Если Гирокоптер жмет свое БКБ, Флэккенон, он кого-то убивает, пусть даже того же Лансера, он хорош. Но если Лансер выкупается и нападает на него без БКБ, то тогда уже начинается совсем другая игра. Флэккенон в кулдауне, который 30 секунд, то же самое касается и ульта, и блокингбара. И он может нарезать, поэтому теперь нужно играть очень осторожно. Итак, возможно, последний пуш этого турнира, этого сезона. ЕГЭ будут заходить на хайграунд. Потеряли Аегис. Будут ли? Нет, без Аегиса вряд ли. Я бы не советовал. Они сейчас намного сильнее. Они это знают. 12 тысяч голды, 15 тысяч экспы. Я вижу очень много людей. Дима, очень много людей из став Valve вышли на сцену и сейчас стоят, ждут. Они думают, наверное, тоже, о чем многие фанаты команды Evil Geniuses сейчас во всем мире. Но ЕГЭ отходят. Да. ЕГЭ отходят. 12 тысяч это очень мало на 35-й минуте. Учитывая, что тут уже Лансер почти 6 слотов. Ну, не, хотя пока в 5, но скоро будет. Поэтому нужно немножечко потерпеть. Вот хороший выбор демонстрируют у нас в целом суппорты. То есть PPD покупает себе Глиммер Кейп, Шейкер делает то же самое. Глиммера есть, да. Да, и АУ и Solar Crest блестящие. И любая инициация Клокверка или того же Dragon Knight, она нивелируется тем, что ты моментально сейвишь своих противников от Magic прокаста. Все, Клокверк, вот как бы мы не хотели, но в этой игре он не нашел свое место. Единственное, что он может делать, это давать разведку и время паковать полезные артефакты. Все, вот нужно найти барабанчики, Мекки, Владимира, Кираса и Тарасочка. Ну, теперь жирнее. 3000 хп почти у него имеется. Вот теперь он хорошо, все остальные слишком слабые. Смоук, ганг, важно, важно. Если цепанут, то одного-двух убьют, все будет хорошо. Регену шторма. Вечный реген шторма. Добавляется руна инвиза. Необходимо каким-то образом найти Нагу. Если... Ой-ой, палец Сумаил, линка! Опять линка, опять линка. Как и на прошлой карте, опять линка. И надо уходить отсюда ребятам из команды CDC, потому что их просто поубивает. Фира, Ману выжигает. Фир включает БКБ, обрывается Сумаил. Шейкер! Юниверс, боже, он нереальный. Ультимейт PPD залетает в Клокверк, останавливает двух суппортов, отрезает только одного PPD. И агрессива пытается засейвить у нас Q. Шики, драка до конца с Шики идет. Шики не убили, агрессив с Сумаилом ПВП. И вот он слип по троим. Все 3 человека в слипе. Агрессива просто разорвут, он уходит до Пельганги. Рауи за ним. За ним же шторм, минус агрессив. Шики пытается убежать. Шики замерзнет на хайграунде. Здесь же ХЗ, Коги сейвит Шики. Остается 20 хп у него. Урна на Шики. И все-таки выживает. Боже, какая игра. Шторм поймал, убил. Шторм поймал ХЗ, убил. Нету 3 героев команды СДЭК. У агрессива нет байбека, идет пушить Фир. О мой бог. Просто шейкер от Юниверса. Шейкер. Начинает первый, хватает самого главного Лансера, который всю драку убегал и вообще не нанес никакого урона. Лину стерли в одно мгновение. И Клокверк с Dragon Knight'ом и Виверной ничего не смогли. Падает Т3. Появился тем временем Рошан. Шторм ворвался на Киоу. Сайленс будет. Вот он Сайленс. Киоу выталкивает. Надо его добивать. Глиммер, неважно. Есть Вижен. Киоу в таверну. Есть байбек.
Байбек у Кью, ой, боже, у Кью, просто у Кью, конечно же. Затаник прилетает к гирокоптеру, падают бараки, Evil Genius is. Боже, какой крик здесь стоит в зале. Эти люди понимают, насколько близки ЕГЭ к чемпионству. И к 6 миллионам долларов США. Ждать Лансера, ни в коем случае не идти вперед. Последний шанс у CDC сделать в этой игре хоть что-то. Выкупает себе верно, и ЕГЭ нужно отойти. Так, Фир, ультапарата, Шейкер, где, боже, как они рассыпаются! PPD, блестящий ульт, Фир живет, Лины не будет, агрессив, последняя надежда Сидек. Последняя надежда Сидек, агрессив, пытается убить Фира, и пробивает он Фира. Есть доппельгангер, Фир, сейвит его, Шейкер, минус ХЗ. Байбек делает шики, его тоже убили. 3 игрока от Сдек живы, ЕГЭ отойдут, они выбили абсолютно все байбеки. Ни у кого нет байбека, агрессив, что ты делаешь? Ни у кого нет байбека, агрессив. Должен быть осторожным, потому что если он умрет, на этом закончится игра и закончится турнир. Шейкер! Юниверс! Божила, боже, какой же он царь, какой же он просто нереальный. Агрессива просто катит Сумаил. Шики без байбека. Агрессив остается один. Его бьют 5 игроков команды Evil Geniuses. Агрессив пытается убежать. Юниверс за ним, маны нету. ГГВП! Evil Geniuses чемпионы! Они это сделали. Многие считали, что Надаки это команда. Ей повезло, что они сыграли, все бывает, но сегодня эта команда доказала, что в одной Best of 3 и в Best of 5 серии они однозначно чемпионы мира. 6 миллионов и 616 тысяч долларов выигрывают эти ребята. Пир, за ним Сумаил, боже, просто без эмоций лица. Вот он, Сумаил, легенда. Ауи не верит своему счастью. Вот он там сзади стоит главарь, он должен поднять Аегис. Он должен его поднять, прыгает PPD от радости. Сначала нужно пожать руки и, конечно же, сказать спасибо CDC за игру и за их невероятные выступления на этом турнире. Невероятные. А теперь нужно хватать Аегис, пока не поздно. Сейчас посмотрим. Фир, старичок, Клинтон Люмис. Человек, про которого сняли чудесный фильм под названием Free to Play, подходит к огромной статуе, на которой стоит Аегис. И вот они, спокойно, с разных сторон, не спеша. Кто же будет снимать Аегис? Юниверс здесь же. Кто его будет брать в руки? И будут ли они его брать в руки? А что ему его брать? Он в Америке стоит, он будет вместе с ними. И PPD может взять. Питер Даггер, капитан команды ЕГЭ чемпионы! Боже, как красиво это выглядит. Конфетти, Димон, мы сейчас с тобой будем полностью в конфетти. Нас засыпает. Я вижу Кейси. Кейси идет к ребятам. Вот она. Я не слышу, что она говорит вообще, если честно. Я думаю, ребятам уже пофиг. Они думают, что им с этими... Что с этим Аегисом делать? Ты понимаешь, для человека такого, как Фир, который 10 лет играет в доту, это невероятно. Я не слышу, что спрашивает. Для человека, для команды, которая находится на моряке, где в принципе не было оппонентов, где ребята не знали, с кем им тренироваться, и очень долго ребята потели, верили в свое дело, они в итоге смогли, это невероятный факт. Сейчас попробую я услышать. Тут бешеный шум от машины, которая производит конфетти. Нас с Димой просто засыпает здесь. И вот он Ауи, который перешел из команды Cloud9 и сделал правильный выбор. Которого кикнули, и он сказал спасибо. Спасибо, теперь я чемпион Интернешнл. Так, я услышал Кейси. Он говорит, это было слишком легко. Ты смотри, как Юниверс обнимает этот Аегис. Ну и Сумаил, что для тебя это значит? Аегис значит для меня все. Спасибо, Америка. Но мы знаем историю Сумаила, и мы знаем, что до сих пор он живет с 9 членами своей семьи. Ой-ой-ой. И аплодисменты всем 16 командам. Это был чудесный турнир, ребята. Это был феноменальный интернешнл. Как по мне, это был лучший интернешнл однозначно за